Тое, што ў Беларусі палітычны крызіс ні ў кога не выклікае ніякіх сумневаў, але якое развязанне? Вядомы палітолаг Александр Марозаў гаворыць пра тое, што развязанне гэтага крызісу ўжо ў палітычнай гістарычнай перспектыве будзе вельмі хуткім. Якое і як хутка, запытаем, уласна, самога палітолага, які ўжо цяпер у нас у студыі. Вітаю вас. Добрый день, здравствуйте. Спадару Александр, вы гаворыце, што ў гістарычнай перспектыве змены ў Беларусі надыдуць хутка. Як хутка? Ну, я думаю, что надо ориентироваться на такой исторический горизонт, лет 5-7, вот так. А в дальней перспективе 10. Но я хочу подчеркнуть, что я не сомневаюсь в том, что Беларусь перейдет от того, что можно назвать лукашенизмом, к другой форме жизни. Потому что, может быть, в отличие от других каких-то стран, где, и в частности от России, где, наверное, путинизм может даже простоять дольше, чем сам Путин у власти, в Беларуси другая ситуация. Белорусский народ и белорусское общество абсолютно внутренне готовы в целом к другой форме жизни, социальной, политической жизни. Але Александр Лукашенко усімі сродкамі паказвае і пацвярджае, як пакуль, што можна утрымліваць уладу, нават калі цябе і не хочуць, і не любяць. Да, это действительно так, потому что ведь никто не сомневается в том, что хотя протесты им подавлены, но при этом само общественное состояние, оно не изменилось. Лояльность в отношении Лукашенко ни в коем случае не повысилась. Прибери автоматы, и завтра будут миллион. Да. И в этом некоторое отличие, кстати, от Путина, у которого все-таки там лояльность обеспечивается огромным каким-то, достаточно большим количеством чиновников, силовиков, олигархии, людей, связанных с большим бизнесом. У Лукашенко это не так. Его лояльность существовала лишь действительно до того момента, пока он не предпринял эту чудовищную борьбу за власть и в значительной степени сам спровоцировал политический кризис большой силы. И я думаю, что да, сейчас, конечно, нет оснований рассчитывать, что в ближайшие несколько лет возможен какой-то повторный протест большой мощности. И надо сказать, что, мне кажется, Лукашенко боится, на самом деле, повторного протеста, поэтому он отодвигает всю эту свою конституционную реформу потихоньку. А те действия, которые предпринимает в этом направлении, они очень-очень осторожные. Потому что, конечно, он понимает, что любое начало какой-либо публичной борьбы, в том числе даже по такому официальному сценарию, оно может вызвать вновь те силы, которые... Что это означает? Александр Лукашенко контролирует ситуацию, ці Кремль праз Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси? Нет, я все-таки сторонник того, чтобы считать, что Лукашенко ведет свою игру, и он ее ведет во все стороны, пытаясь совершенно фантасмагорически лавировать. Он совершенно чудовищно оскорблял Кремль до начала выборов. Затем он совершил такой галс на 180 градусов, развернулся и стал бороться с Западом, в пользу Путина, и в то же время притягивая Путина тоже к этой игре, стараясь продать себя Путину в качестве главного борца с Западом. Но при этом, я думаю, в Кремле тоже прекрасно его знают, чувствуют, что он может, как только возникнет возможность, развернуться. Это гульня на одном поле или у разные ворота? Нет, это все-таки он играет в свою, конечно, игру, и он пытается как-то сохранить себя, и сейчас это уже почти невозможно себе представить вообще, как он сохранит тот социальный капитал, который у него был после отмены санкций, короткий период, там был года 4, может быть, когда все развивалось наилучшим образом, и для него тоже, и Беларусь модернизировалась. Это было великое достижение Владимира Макея. Да, и это тоже было, конечно, да. Сейчас он, конечно, не может сделать такого поворота в обозримом будущем, потому что, наоборот, он заходит под более тяжелые санкции, ввязывается в очень тяжелый конфликт с Западом. Но я думаю, что Кремль ему не верит, конечно, не без оснований, считает, что он будет еще лавировать дальше.
Так что Кремль все-таки влияет, конечно, но Кремль влияет, мне кажется, знаете, вот своей гравитацией, как огромная планета, а не конкретными какими-то шагами, да. Мяркуеце, што ў крамлі няма добрага, лагічнага і канкрэтнага плану ў стасунку да Беларусі? Да, я считаю, что так. У Кремля нет такого плана, нет такого назначенного оператора, как это было в истории с Украиной, когда Кремль назначал там практически спецпредставителя. И Путин, конечно, оказывает поддержку, безусловно, Лукашенко. Это он политически выражает это ясно, так чтобы лукашенковская там эта элита это чувствовала, что она никуда не может спрыгнуть, что за спиной огромный Путин, огромные ресурсы, возможности, поддержки. Но при этом у Кремля такого ярко выраженного плана нет. И у меня даже есть большие сомнения, хочет ли Кремль этой конституционной реформы, как часто пишут, настолько она для него важна или нет. Я думаю, что Кремль заинтересован точно в том, чтобы Лукашенко создал вот такую партию власти на манер «Единой России». Потому что это создаст возможность для Кремля некоторой игры с этой партией. А з Беларусю ці не плануе Крэмль зрабіць штосьці накшталт ужо вядомых утварэнняў, як гэта мы можам назіраць Асетіі, Абхазіі, Прыднястроўі альбо Крым, усход Украіны. Ці гэта таксама не план на Беларусь у Маскве? Ну да, такой жестокий сценарий, конечно, в конечном счете, даже если плана нет, может сложиться. Вот надо так сказать, потому что сама динамика ситуации такая сложная, что в ней возможен любой вот из там нескольких сценариев, в том числе и сценарий, при котором Лукашенко, он не признан сейчас как президент, он еще через полгода или через год окажется в еще большей изоляции со стороны Запада, и он окажется действительно в положении какого-то, так сказать, Приднестровья в кавычках, да. Этого исключать нельзя, нельзя этого исключать. И тогда, конечно, это будет выгодно для Кремля. Сёння Александр Лукашенко, афіцыйны Менск, заявіў, што яны выходзяць з усходняга партнёрства. Ці гэта можа мець нейкія далейшыя наступствы, бо па сутнасці афіцыйны Менск там і не прымаў надта актыўнага ўдзелу. Мне кажется, что эти заявления Лукашенко, они все-таки являются частью такой публичной игры, то есть шантажа Запада, что ли, так можно сказать, потому что Лукашенко хорошо понимает, что на Западе есть силы, которые всегда говорят, что не надо дальнейшей эскалации, только хуже будет. Поэтому и он это знает. И он, конечно, он может выйти из этого партнерства, он уже потерял как бы там эту Минскую площадку и вообще весь этот статус такой миротворческого государства, такой площадки коммуникации. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас он запугивает абсолютно всем, чем может. В том числе запугивает тем, что он развяжет контрабанду, тем, что он откажется от контроля. Перекидывая нелегалов. Да, откажется от контроля нелегалов и так далее. Он, конечно, может пойти, он показал уже это на самые эксцентричные шаги. Пасадзіў самалёт, напрыклад, калі гэта было патрэбна. Александр Лукашенко, па сутнасці, некантралявальны, як кажуць на Захадзе, невядома, як з ім супрацоўнічаць і гэтак далей. Санкцыі, ці гэта эфектыўны шлях, бо гісторыя паказвае, што не заўсёды, калі паглядзім на Венесуэлу, то не надта. Это непростая история, потому что, с одной стороны, конечно, санкции не могут иметь того результата, который часто общество ожидают, что что санкции приведут к какой-то глубокой смене, там, поставят диктаторов в абсолютно невыносимое положение. Но санкции необходимы, во-первых, потому что они показывают консолидацию какую-то. Если Евросоюз целиком, все страны это поддерживают, это важно, потому что это все-таки создает определенные тяжелые... Но это один голос, але ці немагчыма гэтаму аднаму голасу на Захадзе дамовіцца з Владимиром Путиным на ўсходзе з адным голасам і супакоіць гэту ўсю сітуацыю так, каб усім было добра? Может быть, но есть, конечно, и пока еще проблема, потому что все же, история с Крымом показала, что крупные российские компании будут остерегаться действовать, скажем, потребовать, даже и Путин не будет этого требовать. Почему? Потому что
с одной стороны, Путин готов поддерживать Лукашенко, но все же надо иметь в виду, что не любой ценой, потому что если структуры Кремля, его бизнесы должны будут заходить под санкции из-за Беларуси, а к этому дело идет. Вот сейчас Гуцериев попал под санкции, но это лишь первая ласточка. Ясно, что дальше там целый ряд российских предпринимателей или политических менеджеров, да, которые работают вот на этом направлении союзного государства, они могут начать попадать уже под санкции Евросоюза. Но это будет история, с одной стороны, плохая, потому что будет образовываться такой единый подсанкционный монстр из России и Беларуси, а с другой стороны, это будет наращивать напряжение. Унутранае. Да, внутреннее напряжение будет наращиваться. Дзякуй вам за гэтую размову. Спадарства палітолог Александр Марозаў быў у нас у студыі, эксперт міжнароднай ініцыятывы